Лох. Длинные ноги у тебя. Вот так, молодец. Ух. Сюда семга тоже на нерест идет. Поднимается. Не растится. Сейчас уже август. Сейчас они уже, наверное, поднимаются. Они уже здесь. Набегался уже? Хорошо. Вот этот ягоды проверим. Вот, пожалуйста. Видели как? Сейчас я его ножом буду резать. Белый гриб. Шляпка белая, но это тот же самый подосиновик. Черника, ребят, уже спелая. Как бы вот сразу отходит, сразу не надо вырывать ничего. Ну вот, 4 литра примерно уже есть. Вот на таких моторах надо кататься по нашей реке. Смотрите, кто у меня на лодке. Сегодня поход будет с Туланом. Долгожданный поход с Туланом. Сейчас загружу, еще осталось еще мне моторку поставить и поедем. Ну что, холодный двигатель. Подсос вообще не любит мотор. Так что переливать вообще не надо. Ну вот, ребят, всем привет. Очередной поход. Недалеко съездим с Туланом. И мне в комментариях писали, что надо небольшой груз. И посмотрим сегодня Тулан у меня. Вот, на самом конце стоит. Как пойдет лодка. Ну и в планах у нас вчера была охота с ружьем, сегодня хочу пособирать грибы и, если будет возможность, ягоды, потому что, знаете, вот вроде и солнце выглядывает, но кругом тучи. Смотрите, какие тучи. Может, даже и дождь начнется. Но моторка уже Микацу 9.8 как бы работает 5 минут, но дугды. Не оставлю я тебя. Я понял одно, что слишком подсос не любит. Знаете, вот если на подсосе, там он просто задыхается. Так что у каждого мотора надо вот знать, что он хочет. Например, вихрь, ему надо заливать, чтобы везде, во все дыры бензин, топливо капало. А вот этот уже совсем другой. Ладно, нервничает, поедем сейчас. Сейчас поедем. Успокойся. Успокойся. Да. Не оставлю я тебя. Танцуешь. Да, командой. Грязи после тебя сколько. Ох. Надо сюда еще одну доску, потому что рюкзак некуда ставить. Ну, сейчас я воду по пути вычерпаю. Дождевая вода немножко. Ладно, ребят, давайте покатаемся. Очередной выход на новой лодке с мотором Микацу 9.8. Как бы, знаете, у меня шестерка еще есть, Suzuki 6, но я стараюсь сейчас больше обкатать мотор. И на Suzuki 6, возможно, по такой реке я поеду уже на вторую избу на охоту. А этот мотор обкатаем, все нормально будет. И для весенних походов в основном. Ну или по большой воде. Если будет большая вода, кто его знает, может и вода поднимется. Уже на нем поеду.
Потому что, знаете, 9.8 на средних оборотах очень быстро едет. Во-первых, даже быстрее, чем Suzuki 6. И по топливу я не скажу, что больше будет жрать. Но это надо проверять. Через годик я вам все уже буду говорить. Покатаюсь, плюсы, минусы. А сейчас обычная покатушка на средних оборотах. Пока мотор радует. Еще раз говорю. Что бы вы мне не писали. Вода мелкая, спешить не стану. С утра народ кто чем занят. Ванька, вон, смотрю, что-то там на лодке делает. Другие за ягодами идут. Переходят речку. Там Валентин тоже возле лодки был. Вот средние обороты, ребят. Так плавно идет, спокойно. Васьки сегодня возле лодки я не вижу. Он уже как бы доски поменял вчера. Допоздна он работал. 2 доски поменял. Осталось здесь прибить. Старые доски со старой лодкой меняет. Старые доски. Любимая поза у Тулана, ребят. Смотрите. Ну вот так. Сейчас я еще газку дам, где поглубже будет. Посмотрим с Туланом, как пойдет лодка. А здесь мелко, буду тихо идти. Сейчас, ребят, газку дам. Да, нормально. Ничего так действительно исправить и не надо. Загрузимся, побольше там на нос и ништяк. Ох, летит, ребят, вы не представляете, как быстро. А утки взлетели, 4 штуки. Вон они. На посадку иду. Сейчас сядут, наверное. Да, нормально все. Ничего переделывать не стану. Вон на посадку. О, все, сели. Возле берега. 4 чирка вроде. Но тут не разгонишься. Очень мелко, ребят. За свою безопасность тоже как бы надо думать. И ради адреналина там дорогой мотор ломать я не собираюсь. Я лучше тихо поеду. Вон сейчас взлетят они там. 4 штуки. Почти под выстрел уже. Вон они. Ох, как кучно летят, ребят. Ребят, идти нам осталось немного. Сейчас я Тулана высажу, пускай бежит по берегу. Ему физика нужна. Вот здесь остановлюсь. Все равно я тут быстро идти не стану. Да и немного уже осталось. Сам выпрыгну. Тетя Тулан. Вперед. Тетя Тулан. Давай. Тетя, мам. Вперед. Мам. Тетя. Мам, тетя. Мам, тетя.
Смечай там везде. Пусть побегает. Он жирным стал. Ха, потолстел. Спина, как, я не знаю, как у кого она. Тут тоже коряг очень много. Дождь начинается. Начинается дождь, ребят. Вон эта туча идет. Бля, и плащ не взял. Вот про плащ я вообще не подумал. Тулан где-то бежит, наверное. Ну ничего, догоним. Вот тут уже остановимся. На устьях этой реки. И там пешком пойдем. Ну вот. Прибыли. Тулана пока не видать. Идет. Плащ забыл. Для куртки сумку забыл. Вот это да. Там туча, конечно, капец. Под елку, наверное, я этот бушлат поставлю. А, вон он. Лок. Длинные ноги у тебя. Вот так, молодец. Ух. Вон гулять. Он все грязный. Тело. Так, все. Сборы все вместе мы. По лодке и моторке, конечно, надо в онлайне в другой раз поотвечать на ваши вопросы. Вот как все выглядит. Корма у меня 39 сантиметров, наверное. Но по паспорту примерно 38. Для этой моторки надо. В принципе, все правильно сделано. Во-первых. Во-вторых, угол менять не стану. Как бы я думал так, что надо пробовать груженным ездить. И в комментариях я почитал. Есть комментарии, которые как бы хорошие советы дают. И пока так все оставлю. Годик покатаюсь, а там видно будет. Груженным, перегруженным. Все надо испытать. Вот здесь я все оставил. Ушла под елкой, потому что уже дождь начинается. Плащ забыл, что поделаешь. Плаща нету. Ну, в остальном надо еще какой-нибудь небольшой ящик. Молоток нужен. Молоток и все остальные инструменты для моторки. Ключи, свечу надо купить. И быстро-быстро подняться под елку куда-нибудь спрятаться. Плащ не взял, блин. Опа! Куртку медведицу не стал одевать. Потому что боюсь испачкать. Я хочу сегодня, может, чернику еще пособираю. А этот костюм хороший, красивый. Так, причалил, вон как все выглядит, ребят. И смотрите, как дождь начался. Вот такая погода у нас. Вода начала прибывать, если что. Так как сегодня уже я общался с знакомыми, они говорят, что вода идет. Мало, конечно, но начало есть. Здесь был луг, представляете? Здесь был настоящий луг, сено косили тут. И вот что сейчас стало. Надеюсь, не заблудимся. Давно тоже тут я не ходил. Не знаю, какая-то тропинка есть или нет. В общем, идем. Компас надо было хотя бы взять. Вообще капец.
Дурдом, блин. Поле тут было, реально поле было. Вот смотрите. Представляете, как сейчас добраться до избы, до второй избы. Ну просто нету воды. Глубина тут, если на большой реке, там глубины нету, здесь вообще нету. Нашел тропинку наконец-то. Вроде хорошая тропинка. Вначале там блуждал туда-сюда, но нашел. Вдоль реки идет. И хорошая тропинка еще, между прочим. Сюда семга тоже на нерест идет. Поднимается. Нерестится. Сейчас уже август. Сейчас они уже, наверное, поднимаются. Они уже здесь. Фу, я думал, все, капец. Думал, придется по такой чаще идти. Хорошо, что тропу нашел. Сейчас быстро будем шагать. Ну вот, с погодой чуть-чуть не повезло. Собирать буду все подряд. Если найду, как и вчера находил. Как же этот находил вчера. Ой, забыл. Лисички. Все подряд буду брать. Здесь место хорошее для соленых грибов, между прочим. Ну, для грибов. Для соления, я имею в виду. Не соленые грибы, а для соления. Вот. Так, ребят, сейчас я покажу один гриб. Один гриб. Выходит молоко, смотрите. Во-первых, выходит молоко. Это значит съедобный гриб. Во-вторых, очень похож на груздь. Прям очень похож. Не белый, вот только черный. Запах безвкусный. Такого вот я не чувствую, вот, чтобы гриб пахло грибом для соления. Но это, наверное, все-таки это грузди тоже. По-своему как-то называется. Черные, как-то желтые, не знаю. По-нашему как-то, вот как-то интересно называют. Опрыщ, я не знаю, как это называют. Но это, я думаю, все-таки гриб для соления. Вот. Такие вот полоски там есть. Именно вот похож, очень похож. Ну и по твердости и по упругости один в один, как грозди. Вон туланчик летает. На могу. Ну, вон вперед. Давно его не брал в тайгу. Соскучился уже. Ну сейчас нагуляется. И неделю он будет просто радостно лежать в будке и не думать о походах. Но каждый раз он, конечно же, когда я собираюсь куда-то, нервничает, лает, хочет со мной. Он уже на другом берегу. А, там лось ходил, ребят. Следы лося. А, вон он переход. Сюда спустился, в эту сторону вроде. Вон следы лося. Сейчас найдет тула, облает. Если поблизости они тут. Какой-то вот тоже гнилой. Вот зимой бывает, на незнакомую речку пойдешь рыбачить, начнешь лункой бурить, и везде кругом песок. Вот что я вижу, кругом мель, ну 15 сантиметров воды там. Здесь яма вот такая хорошая. Здесь уже более-менее для рыбалки место. А там вообще выше тоже. Одна яма только. Да, ребят, без тропинки бы я вряд ли, наверное, дошел сегодня до места, куда я иду. Я бы ориентир, во-первых, потерял. Во-вторых, все заросло. Я бы так намучился и ни с тем бы вообще не вернулся сегодня точно. И то тропинка, вот смотрите, как все заросло там. Здесь какой-то пустырь. Вроде этого не было раньше.
Ой, похоже, тут уже вырубили лес. Там подъем, гора и пустота. Там делянка, ребят. Вот так. Лесорубы уже сюда приходили и вырубили лес. Да, отсюда видно. Вон там. Но это уже давно вырубали, оказывается. Там уже молодняк вышел. Там уже молодняк вышел. Вот это я позабыл уже. Вот это я давно тут не был. Все изменилось капитально. Наконец-то подъем. Вроде приближаемся. Яголь начинается. Вот сюда я и шел. Все хорошо. Тут справа получается река. По реке позапрошлом году, наверное, я вам снимал, сюда приезжал. А пешком по берегу я не помню уже, честное слово. Прям очень много лет прошло и очень много все изменилось. Ну да, все, дошли наконец-то. Запарился, конечно. Ну и вон, я стал весь сырой. Вот эти куртки, костюмы, небо и земля. Вот это горка 5 от компании Щегорка РФ, наверное, или как называется. В общем, куртка, вообще, ну, я на осенней охоте вот в этой куртке, наверное, поеду. Потому что он комфортный, теплый, во-первых. На осенней охоте, вот когда уже пойдут холода. Но он просто моментально становится сырым, моментально. А вот медведица, что я показывал, вот что я здесь шел, он бы даже и близко воду не пропустил. Конечно, за целый день тоже он промокает, но я не знаю, из какого материала. Вот это ХБшка, поэтому быстро влагу набирает. Сейчас я красоту, ребят, покажу вам. Действительно тут красиво. Вот. Таежная река. Вон туда сейчас пойдем. Там я вам делал обзор палатки раньше. Все красиво. И здесь буду собирать, если будет, буду искать, собирать грибы. Река такая чистая, прозрачная. Хорошо все видно, все камушки. Вот он, ребят. Один из наших красивых мест. Уголок такой, вон туланчик. Но далеко не ходит. Пускай со мной будет. Вон он. Набегался уже? Хорошо. Вот этот яголь проверим. Не такой он большой яголь, но все равно надо проверить, посмотреть. Вот такая речушка. Солнце вышло и сразу тепло стало. Ну сейчас надо успокоиться. Я быстро шел. И сейчас буду медленно, спокойно идти. Просто буду идти, отдыхать, наслаждаться всем этим. Тишиной, ветра нету и в тайге все тихо. Это даже очень-очень даже успокаивает. Там какие-то красные сыроежка, а нет, но старые уже. Этот более-менее хороший. Этот возьму. Этот уже гнилой. Вот один гриб наконец-то нашел, ребята. Я думал вообще
их тут нету. Потому что сколько иду, между прочим, там рябчик один свистел. Тулан кого-то облаивал, не знаю кого. Недолго так, пару раз. Может, возможно, даже рябчик, и он улетел дальше. Но я его слышал, как он свистел. Ну вот, первый гриб, наконец-то. Идем дальше. Много брусники, смотрю. Если чернику найду, буду собирать. Ну, черника, в принципе, тоже есть. Не знаю, ошибаюсь, нет, ребят. Очень похож на белый гриб. Действительно. Да. Старенький белый гриб, я думал. Даже красноголовик, ё-моё. Похож на белый. Такая серая шляпка. Во-первых, красноголовик. Во-вторых, он вообще гнилой. Вон, смотрите, сыроежек сколько. Рецептов на мне написали очень много, как готовить сыроежки. Но я их пока не собираю. Большой. Ой, водянистый такой. Вроде хороший, но знаешь, срок годности истек. Вон еще один. Вот это да, вот это уже хороший. Вот, пожалуйста. Видели как? Сейчас я его ножом буду резать. Вот смотрите, ребят. Прям отличный, хороший. Вот. Могу напополам резать. Вот, пожалуйста. Видели? Все чисто. Я плохие грибы не беру. Опять обманулся. Я думал подосиновик, а тут эти сыроежки. И очень похожие на подосиновики. Вот так они. Как-то шляпка торчит. Ну, вот здесь я смотрю. Да нет, нормальный гриб. Я думал, поганка какая-то. Только вот выходит. Беру с ножками, потому что грибов мало. И как бы для готовки, чтобы было из чего варить. Совсем мало грибов. Хотя бы пару штук еще найти. И буду доволен. Опять это облачно становится. Может, дождь пойдет. Там черничные поля. Я еще не проверял. Может, где-то и черника. Поляну найду. Тоже он хороший. Ну да. Тоже хороший. Отлично. Ножку возьму. Время от времени попадают грибы. Ребят, вот такие красавцы. 3 штуки. Вон они. Смотрите, какие ножки, все хорошие, чистые. Берем. Не азартно лает. Наверное, белка. Второй лай за сегодня.
Но здесь ягель заканчивается вот тут. Тропинка идет дальше. Я туда дальше не ходил. Не знаю, что там. Может, балахистые места, может, еще какие. Обычно я здесь уже поворачиваю. Да, и там, наверное, проверю чернику все-таки. Белый гриб. Шляпка белая, но это тот же самый подосиновик. Вот такие дела. Вышел оттуда, короче, пока я не нашел чернику нормальную. Здесь еще эту полянку проверю. Иду дальше. Решил, короче, попить чай и здесь пособирать. Может, литра 2 я здесь наковыряю. Иначе пустым пойдем домой. Точно, кофе же у меня. Кофе пью. Собака вернулась, кого-то там облаяла, не знаю кого. Вон вижу, ходит там. Черника, ребят, уже спелая. Как бы вот сразу отходит, сразу не надо вырывать ничего. Прям прикасаешься и отходит. Все, черника созрела. Самое то для сборки. Ну, я нашел полянку, здесь я буду ковыряться. Здесь вроде нормально так есть она. Не такая крупная. Не крупная, но их много тут. Ну вот, 4 литра примерно уже есть. Еще один комбайн наберу и, в принципе, хватит. Хорошая черника, вкусная, спелая. Пока не гнилая. Вообще здорово. Набрал последний комбайн. Планоги. Вот. Все, хватит. На сегодня хватит. Опять начинался дождь. Ну, где-то вот 4,5 литра у меня получилось. Достаточно. Свежие ягоды лучше понемножку, но почаще. Свежие ягоды. И с сахарным песком, с молоком будем употреблять, кушать. Вот. По пути я сейчас буду собирать еще грибы. Еще 2 раза круг такой сделаю по этому ягоде, чтобы все уже проверить. Пойдем на берег реки. Тулан вот вернулся. Наконец-то. На берег реки сейчас пойдем и пьем чай там, на берегу реки. Там красиво. А, Тулан, пухтишь. Пухтишь ты. А, Тулан. Вот это поляна вот мне и чернику дала. Небольшой, вот диаметром, наверное, 10 метров, не больше. По сторонам я еще ходил, туда-сюда. Вообще нету нигде. Зато легче нести будет. Сейчас я иду по краю этого яголя, этого бора. И еще от реки посередке вот так пройдусь до конца. И опять же чуть стороной посередке буду возвращаться. И все, это полная проверка будет. Ну вот, видите как. Также это подосиновик.
Красная шляпка, блин. Крупный, конечно. Но хороший. Червей нету, самое главное. Буду чистить дома. Знаете, что я сегодня придумал? Сегодня я грибы соберу и сделаю грибной соус. Попробую, получится или нет. Вот я ягоды собирал, думал, что приготовить. Там фарш, обжарю, котлеты сделаю. И получается, еще макарошки сварю. И приготовлю соус грибной. Отварю грибы, потом лук нарежу. Уже когда почти грибы почти готовы будут, я туда закину лук и еще обварю с луком. Все это дело через, не через, а как же это, через миксер, пропущу через миксер и разбавлю с майонезом. Не знаю, что получится, думаю, вкусно получится. Попробую. Если понравится, буду, конечно, всем рекомендовать. Вот так вот мысли такие пришли. Вот. Так, вон там грибы пропустил на этот не очень хороший, я смотрю, бледная шляпка какая-то. Почему я говорю, что буду готовить? Ребят, не подумайте, что в семье только я готовлю, там все делаю. Нет, конечно же. Но у нас нет такого, чтобы все на шее, все на плечах у жены. Сегодня я готовлю, завтра Викторовна готовит. Или без разницы. Но основная работа домашняя, конечно же, на ней. И сегодня я готовлю, потому что она в отъезде. Сегодня приезжает. Она была с ночевкой в городе. Вот. К ее приезду, конечно, вкусный стол приготовлю. Думаю, понравится. И Никита, эксперт самый главный, тоже дома. Что он выскажет там. О, вон грибы. Никита скоро тоже уедет учиться. Немножко осталось, каникулы заканчиваются. В принципе, если нет червей, большой гриб или маленький, это плохой, то, как сказать, плохой. Даже местами хороший, этот тоже возьму. Потому что вот такие большие грибы через миксер пропустим и вот это, как сказать, все я так убираю тщательно, все чищу. Оставляю только, знаешь, дома оставляю вот только вот этот из шляпки. А все это я выкидываю. Без разницы, там черви есть, нету. Фу, это, мы не приучены такое есть. Мало кто ест. Но я в интернете вижу, там как варят, кушают. Как же приятно, когда домой возвращаешься и рюкзак тяжелый. Что-то ты несешь в нем. Без разницы, ягоды, грибы или что-то добыл там из ружья. Так приятно все это. Хоть еще тяжелый, но ты несешь и радость. А бывает еще тяжелее, когда ты целый день на охоте. Бывает, стреляешь в птицу или же зверя. Но ты промахиваешься, возвращаешься пустым. И этот пустой рюкзак такой тяжелый, ребят. Прям ноги не идут. Вот настроения нету вот так. Знаете, в фильмах, как всегда говорят, самое главное, получил удовольствие от похода. Может быть. Но когда ты вкладываешься в всего этого, когда ты тратишь очень много денег на промысел или еще что-то, ты едешь, чтобы добыть что-то, чтобы все окупилось, это путевка, этот бензин, этот все, этот запчасть, когда моторка ломается, ремонтируешь, сейчас все очень дорого, конечно. И
так взвешиваешь, блин, лучше действительно, как сказать, дешевле купить готовое. Но инстинкт охотника у кого есть, сидит, он, конечно же, несмотря ни на что, вот эти затраты или еще усталость, и он будет ходил и будет ходить. Это было и будет. Вот. А рюкзаки действительно, пустые рюкзаки, они очень тяжелые, поверьте. Это то же самое, знаешь, чем если сравнить. Когда ты целый месяц работаешь, вкладываешься, тебе говорят, что хорошая получка будет, и в конце месяца тебя обманывают, знаешь. Вместо 50 тысяч тебе дадут 5 тысяч. Вот то же самое и в тайге. Если бы я сюда пришел, ни с чем я ушел, у меня, конечно же, тоже настроение не очень. А сейчас у меня, знаешь, вот плечо, вот не такой большой вес, я не знаю, сколько килограммов там. Меньше ведра, там 4 литра черники, но спелая черника уже чуть-чуть даже и вес есть. Ну, грибы вот так пока собрал. Вес уже есть, конечно. И плечо, вот скажем, когда ты одеваешь рюкзак, думаешь, ну, так легко идти. А пройдешь там километр-два, и тебе так тяжело станет, устаешь. То же самое с глухарями. Бывало там, знаете, удавалось за один выход 3 глухаря добыть. 3 глухаря это уже тяжело. Когда ты идешь до избы, скажем, 10 километров, даже бывало больше, меньше. И вот ты с 3 глухарями и ружье еще, карабин с оптикой, мелкашка, знаешь, вес, конечно. Возьмите арбуз, просто арбуз, и несите пару кварталов, вам это покажется, как вам покажется груз какой, тяжелый или нет. Что-то я опять болтаю. Ладно, не судите строго, ребят. Я рассказываю. Вот хочется что-то вот мне рассказать, и рассказываю. Интересный какой-то вот. Знаете, вот мы были на юге, и похоже на вот этот, и он такая вот жесткая какая-то вот растение, или я не знаю, что это. Вот. Такое плотное, жесткое, как проволока. Не мох это, а что может быть? На земле вот такая сантиметров 10 высотой. Вот. На юге то же самое я видел, только вон там кустарники были. Дошел. Сейчас буду чай пить тут. Чай попью. Ой, блин, так красиво тут. Почему таких мест у нас так мало? У нас в основном елки-палки, блин. Тулантик уже в воде там плавает. Вон. Черные вороны, враги охотников, промысловиков. Воруют все подряд, блин. Хитрые вороны они. Это красота. Люблю это место. Все здорово. На все про все еще уйдет, ну, примерно час.
30 минут туда, 30 минут сюда. Так, спокойно, не спеша. Буду ходить. Очередной гриб, но не знаю, хороший или нет, вроде нормальный. Там мухи летают. О, хороший. Очень хороший. Между прочим, вот знаешь, вот такая картина, ребят. Сверху вроде нормальный и упругий гриб, но внутри он просто все. Короче, негодный. Ем бруснику. Но кисловато еще. Кисловато, как ни крути. Попадают белые. И вон они. Крупные, в принципе, крупные, но они еще не созрели. Знаете, когда он будет вкусно? В конце октября. Вот это да, вот тогда брусника, так брусника. Проверим, как он. Хороший. Много этой губки, но сам гриб хороший. Возьмем. Смотрите, сколько брусника, ребят. Для семьи тут можно набрать. Готовить морс. Очень много их тут. И вон там поляна. Короче, показываю, ребят. Тулан тут. Вот столько грибов удалось набрать. Конечно же, придется чистить. Очень много тут хлама, в общем, губки там. Ну, примерно так, вот такой полпакета. Почти полпакета. Попробуем, что за соус получится. Сейчас я собираюсь. И уже, знаете, ребят, я дальше уже снимать пока не стану. Встретимся у лодки. Ну, по той же тропинке я пойду обратно. Там густая тайга, как вы видели в начале фильма, я показывал. Вот. Такой поход. Чернику набрали вот здесь мы. Ну и немножко грибы удалось еще собрать. После дождей, ну пока выхода нету. Старый выход был вот тут и все. 3 поменьше вот таких гриба нашел в одном месте. Чтобы где-то еще вот только выходил гриб, мелких вообще нет. Вот. Все, давай встретимся уже у лодки, ребята. Вот и река, ребят. Сейчас я, как сказать, все время шел по тропинке и вышел чуть-чуть выше. Там у нас лодка ниже. Да. Сперва я вон там от лодки вот через эти трущобы, короче, ну, под сад пошел. Да, оказывается, надо чуть выше встать лодкой. Тропинка оказалась выше. Так. Ну и там, смотрите, новая лодка. Ну не новая, а как бы встретился я со знакомым. Тоже идет за грибами. Но, к сожалению, там уже после нас ничего не осталось. Ну, где-то, может, пропустили 1-2 гриба. А так, ребят, мы все собрали. Вот такая лодка у него. Получается. А мотор, что за мотор? Ой, блядь, песок вообще не держит. А, Тохатсу. Мотор Тохатсу. Сколько лошадей не видно. И наш мотор вот тут. Тулан. Хорошо. Кругом дождевые тучи, но нам повезло. Немножко покапало там. 2 раза, наверное, начиналось. Но это ерунда. Сейчас заведем мотор и поедем.
все работает. Микацу 9.8, ребят, кому интересно, ссылка в описании, откуда можно заказать мотор. А сейчас, ребят, я уже поеду. Тулан не наелся, еще траву он жует. Витамины ему нужны. Задняя передача. Посмотреть, сколько лошадей у Ваньки. 9.8 тоже, Тохатсу. 9.8. Но в основном у нас 9.8 берут. Самое то. Все, поехали. На средних оборотах также и поеду. Быстро не поедешь, вообще тут коряги, блин, и мелко. HDX5 у Лёшки. Ну вот. Вот на таких драндулетах у нас катаются. Вещь для походов самая. Вон, ребят, каракат едет. Я сейчас поснимал небольшой обзор, это я выложу отдельно фильм. Как поговорил, что я снимал, что он рассказал, Ванька знакомый. Сейчас он будет переходить речку, и поехал он за грибами. Хороший самодел, как каракат. Во что обошлось там, во сколько обошлось, из чего сделал, все подробно рассказал, показал. Переходит речку. Ну и все, ребят, я уже загрузился. Вот наш Тулан, нагулялись. Сейчас поедем домой. Вот такое кино было. Очередная поездка на новой лодке с новым мотором Микацу 9.8. Ну и до следующих фильмов. Всем пока и будьте здоровы. Спасибо вам за лайки и подписку. Пока-пока.